Мама начала, видишь, праздником вас, наш дом. По-настоящему самый теплый праздник Фатима Датмурзиева на удивление отмечает дома. Военнослужащая и мама 4 детей еще не успела переодеться после службы, поэтому гостей встречает в форме. Ей удалось не только реализовать себя в профессии, но и в семье. Мама в погонах успевает и детей воспитывать, и родину защищать. В семье в первую очередь прививают любовь к своему отечеству и бережно хранят ценности. Мы с мужем военнослужащие. Мы очень любим свою страну, свою республику. Нам очень важно воспитывать своих детей-патриотов. Я им желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы они всегда были с нами. В семье Датмурзиевых каждый занят своим делом. Папа с мамой на службе, а дети в свободное время развивают свои таланты, рисуют и читают маме стихи. И под утром снегом поле забелело точно пеленой, все его одело, темный лес, то шапка. Мамы они особенные, ведь каждому из нас они подарили жизнь, свою бесконечную любовь и заботу. Они никогда не устают нас воспитывать. Леора Лисицкая спешит поздравить самого родного человека. Мама, полковник полиции на службе. Сегодня у Леоры для нее особенный подарок. Мама, я тебе хочу рассказать стихотворение на ингушском языке. Ты выучила стихотворение на ингушском языке? Да. Хей хаш хотве сагадзинер, дуаце швица моцелуинер, царнов эстал да хашул, бицмобила швайнаной. Моя мама добрая, красивая, хорошая. А что ты пожелаешь маме на праздник? Чтобы она оставалась такой же красивой, желаю ей здоровья, и чтобы у нее все мечты и желания сбывались. Есть у этого праздника нотки грусти. Поздравить родного человека может не каждый. Хасан Даурбеков своей маме, которой давно нет в живых, посвятил трогательные стихи. Старший психолог по долгу службы часто встречается с мамами погибших сотрудников, которым очень необходима поддержка. Вхожу я в дом, а в доме тихо, и боль сжимает не тая. Все так пусто, все утихло, ушла из жизни мать моя. Была ты матерью вселенной, благодаря тебе я жил. Была ты женщиной прелестной, весь белый свет тебя любил. Для каждого человека самый главный человек – это в жизни мама, мы это знаем. И сегодня по долгу службы мне приходится работать с семьями погибших сотрудников, разделять их боль, так как мама всегда желает для своих детей самое лучшее. И потеряв своего ребенка, она переносит очень большую утрату и боль. В связи с этим мы и поддерживаем, и психологически пытаемся как-то работать с ними, вывести из стрессового состояния. Поздравить маму может каждый из нас, и для этого не обязательно ждать праздника, ведь они всегда находят для нас время и никогда не смотрят для этого в календаре. Рина Сычоева, Султан Магушков, Новости 24.